Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Kościół сегодня переживая урочистость Небовзятия Наисвятейшей Анны Марии. Раз ее заступництва будем просить Бога в наших интенциях, которые носим в глубине наших сердц. Я эту святую мшу спrawую за Александру у день народжения, просить Божьего благословения, потребных ласков и здоровья. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую офиару. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. хвала на вершинах Богу, А на земле спокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Бога небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Рады народный, Иису Христе, Пане Боже, Враку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе просителю, смилуйся над нами. Я Тебя грешно себе просителю, прими моление наше, яви сердечко поручайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты больший, Иису Христе, с Духом Святым уходит, Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты взял небесную хвалу тела и душу беззаконной Панны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебя, да поможи нам завсёды вдвинуться на небо, как мы разом с Ею могли отримать уделу вечных счастий. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные.
Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. Отчинилася святиня Бога в небі, і з'явився ковчег його заповіту в святині Ягони, і великий знак з'явився в небі. Женщина, оправнутая у солнца, и месяц под ступнями ног ее, а над ее головой венец 12 зорок. И она была тяжарная, и кричала от боли, как у парадихи. И з'явився другий знак у небі, ось великий огненный смог с 7 головами и 10 рогами, а над головой его 7 диадем, и хвост его зметает третину зорок небесных и кидая их на землю. И стал смог перед женщиною, яка повинна була народить, как по жертве дитя, и як тільки народить. І народила вона дитя мужчинського полу, яке повинно було пасвіть усі народи железним жезлом. І дитё було забрано ревне до Бога і до Ягоного трона, а женщина утекла в пустыню, где їй було подрихтовано місце Бога. І почув я голос моцний, який казав у небі: «Тепер настало збавлення, і сила, володарення Бога нашого, і влада Христа Ягона». Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Королева стала, праворуч себе. Королева стала, праворуч себе. Королева стала, праворуч себе, упригоженная золотом Захею. Королева стала, праворуч себе. Поглядишь-ка, послухай, из келии своего, забудь народ свой и дом твоего Отца. Камень прагни твоей пригожости, воян твой пан, поклонися ему. Королева стала, праворуч себе. Полная славы выходит наша края, а теней вышито золото. Вышитым оденем татьяне дорогая, сияют девчаты, все в руки его ходит стояку. Королева стала, праворуч себе. Радуйте с радостью и святоплением, уходите в королевский палат. За местом твоих будут твои сыны, ты установишь их владарами по всей земле. Королева стала, праворуч себе. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, Христос воскрес з мертвих, перший серед тих, які заснули. Покольки през человека пришла смерть, так през человека и воскрешение мертвых. Бо як у Адамі все помирають, так і у Христі всі будуть оживлені. Кожний свой час. Перший Христос, потім те, хто належить Христу. А час Христе Ягонова. Конец настанет тады, коли он передаст владарство Богу и Отцу, коли знищить усялякое панування, усяляку владу і силу. Бо треба, каб ён владарив, покуль не покладе усіх ворогов под ноги своє.
як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё пакладзена пад ногі ягоныя. Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Хвала Тобі. Собравшися, Мария у тыя дни поспешила у горную краину, у город Юды, и вошла в дом Захарии и привитала Альжбету. Коли Альжбета почула привитание Марии, узварухнулася дитятка во лоне ее, и наполнилась Альжбета Духом Святым, и ускликнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лоне твоего. Откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привитания твоего заглушал в ушах моих, узварухнулася от радости дитятка во лоне моим, и счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказано ею Паном». «У тыя дни, — сказала Мария, — величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцы, бо узглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения, бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое. И милосердность Ягоная с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливый сердцем, скинул могутных с трону и узвышил покорных, добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил. Принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сапраўды, Касцёл сёння, перажывае урачыстасць, вельмі великую урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Памятаю, мае дзядулі і бабулі гаварылі, што ў гэты дзень нават птушка гнязда свайго не укладвае, вот такая великая урачыстасць. Чым яна ёсць? Ёсць тым, што Марыя гаворыць гэтыя словы: «Велічая душа моя Пана». Чаму гэтыя словы гучаць з вустаў Марыі? Чым яна велічае? Што здарылася? Правдападобна, велічая душа моя Пана, Марыя гаворыць таму, што атрымала дар, каб насіць таго, хто стварыў сусвет. Атрымала дар, каб даць людскасці збаўлення. Атрымала дар, каб быць маці таго, хто яе стварыў, чым маці Бога жывога, які дасць збаўлення усяму свету. І гэтыя словы тым бадзей гучаць з вустаў Марыі: «Велічая душа моя Пана». Кого величая? Мария не говорит, что душа моя величая меня, бо я буду маці Бога, але величая душа моя Пана. Бо Мария у гэтым усім, што адбываецца ў яе жыцці, бачыць толькі і выключна промень Божий, волю Божию, што яна спаўняе, бо была паклікана, каб быць тым,
хто дасть світу збавлення. Марія у своїй покорі говорить, що я славлю Пана, бо Пан поглядзеў на мяне з пакорай. Але не толькі гэтыя словы з вуст Марыі гучаць адносна таго, што адбываецца ў яе жыцці, але таксама гэтыя словы «велічая душа моя Пана» правдападобна гучаць таксама як словы Анны, святой Ганны і Іахіма, которая Ганна атрымала дар бацькоўства. Памятаеце гэтую сітуацыю, якая здарылася з Ганнай. Ганна была бесплодной, и все соседи, близкие, знакомые, вытыкали в ее пальцем и говорили: «Бог тебе не благословит». Но колись так лечилось, что кто не мая дитяти, кто не мая потомка, тому Бог не благословит. А як мы сегодня вельми часто отказываемся от детей, як сегодня мы вельми часто не хотим этого принять Божьего благословения справедливого, и кое Бог нам хочет дать. И коли Ганна доведывается, что будя иметь дочку, а вот величая душа моя Пана, бо это все дякуючи Богу Створителю, бо я поверила, и я у покоры своей дочекалась на это. Сегодняшние слова этого гимну так званого Марии берутся цалком Старого Заповета. Цалком Старого Заповета. Мария. Спевая этот гимн, маючи 12-14 годов. Мария, которая не зная Святого Писания цалком. Бо обучанию Святому Писанию подлягали только хлопцы, а женщин, девчат нет. Марии этот гимн был данный Духом Святым, який был умовляний разом с початием этого дитяти, великого дитяти. Дитяти, которое з'является Богом и дал нам сегодня избавление. Величая душа моя Пана, бо и узрадовался дух мой у Богу моим збавцем. А что дає нам радость? Чи дає нам радость то, що ми сьогодні приходимо в костюм? А може смуток, бо Пан Бог нас украв наступну годину нашого життя? Бо ми не бачимо того, що Бог хоче для нас добра. Ми бачимо вельми часто того, що ще для нас хоче жадати зла, древних поступків. Коли хтось нам робить якийсь добрий поступок, ми в цьому доброму поступку, ведаючи, що він добрий, хочемо знайти так само якийсь подлог. А говоримо: як хтось себе добре поводить, а що з цим буде хотіти? Одразу ми глядимо на ситуацію з подозрением. Але Марія бачить у Богу того, хто ведає, що їй для її з'являється найліпше. І узрадувався дух мой у Богу моїм збавцем. Чому? Бо взглянув на покору своєї слуги. Хто може знайти Бога? Хто може отримати Бога? Хто може прийняти збавцю, як собрати збавцю Створителя світу і моєго життя? Конечно, чоловік покорний. Бог взглянув на покору своєї слуги. Задумався, откуда взяти це слово. Хто був такий покорний? І докладно це слово звучать з книги Бытия, 29 розділ і 30 розділ книги Бытия. Є там Якуб, який має дві жонки, колись можна було, сьогодні нельзя. Має дві жонки, має жонку Леа і має жонку Рахель. Рахель вельми моцно любить і кохає, а Рахель шмат чого чекає. Леа так собі, такая нехтяная жонка, но познал другую. Леа и Рахель з'являються сестры. И, як ви думаєте, Бог відкриває у лоня перш на початок у Леї, у той, которая була покорна. І коли Леа наражає першого сина Якубу, которого називає Рувен, виповняє це слово: бо узглянув Бог на покору своєї слуги. Бо взглянув Бог на покору своєї слуги. І поэтому одарив мене потомством. Коли наражає наступного потомка, которому дає ім'я Ашер, тоді говорить: і ад гету благословлять мене будуть
Усе невесты, что Бог есть со мною, что Бог меня благословляет. Братья и сестры, у гэтым гімне, который выпавядае Найсвяцейшая Панна Мария, которая за некалькі месяцаў уродзіць збаўцу свету, злучаются две особы. Леа и Рахель, две сестры, которые между собой не любятся, ненавидятся, крутятся об правдивую любовь Якова. Правдивую любовь Якова. А Мария выпавядае слово, и так само Рахель, другой жонки. Величая душа моя Пана, коли Рахель народит сына Якову. Браты и сестры, Бог хочет нас у Матці Найсвяцейшай поєднати, злучить и довести до одиного, каб дать нам сапраўднае жыццё. И милосердность Его с поколения на поколение над теми, кто Его боится, показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливым сердцем. Но только покорный человек, только покорный может доступить Божьего храма. Памятаете эту приповедь с Евангелием, якая говорит, коли тебе кто-нибудь запросит на веселье, альбо на какое-нибудь выставу, якусь обед, не занимай первого места, бо коли займешь первое место, может прийти кто-то важнейший, чем ты, и тогда попросит тебе, как ты занял опошнее место. А коли тебя запрашают, занимай первое, а занимай опошнее место. Бо коли Господар убачит, что ты занял опошнее место и нема никого важнейшего на его веселье, то попросит, как ты занял первое место. И Бог так сегодня хочет попросить нас, как мы с покорой занимали то, что опошнее, а Бог нас усвятичит. Добрым, добром голодных насытить, а богатых злейшим отправить. Приняв своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. А что обещал? Обещал избавление, для якого мы все покликаны, и по якому мы все сегодня в эту святыню приходим. И хай добрый Бог, величая сапраўды, его можно нам величать Пана за это, что дозволил нам сегодня тут, разом, в этой каплице, сустрэцца и святкаваць этот день недели, а это самое, день урочистости Небовзяти Найсвяцейшей Панны Марии. И дать нам надею глядеть в это небо, где Мария, которая говорит, величая душа моя Пана, не только говорит относно себе, а и говорит нас усих, и кем мы сегодня собрали. Бо Мария з'является Маті Костёла, величая душа моя Пана, бо глянул Бог на покору нашу и дал нам избавление. Веру в одиного Бога Отца. Славите небо и земли, всего вашего имени вашего, и родиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нарожного, первосильными веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не скорого, одиносудного Отцу, братья Бога все сталося, и Он для нас людей и для нашего избавления зашел с неба и уцеловился от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, святить праворуша Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померных, якого братству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророком,
веру в один и святый католический и апостольский костел, признаю один и крест для крушения грехов и шагаю в воскрешение помилуй и життя вечного в лучшем свете. Аминь. У день, коли Костел радуется хвале небоузятельной святейшей Панны Марии, раз ее заступництво скируем наши просьбы до Бога Отца Всемогутнего. Молимся за усіх детей Костела, как их оживляла надея споткания с Богородицей у Христовой молодости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Мария, Мать Костела, выпросила для его щедрые небесные дары. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до Божьей службы, как яны, усведомляючи верить своего покликания, приносили плен ходный этого великого дару. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, дорослых и состарелых, как яны памятали про свое покликание до вечного счастья в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Александру, у день народжения, просячи Божьего благословения, потребных ласков и здоровья. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само за сестру Анну з нагоди дня народження, отдаючи її под опеку Матери Святейшей Небоузятой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутных на этой святой мши, как мы доверились заступництву нашей Небесной Матери. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, Ты взял наисвятейшую Панну Марию с телом и душой на небо, прими наши молитвы, про ее заступництво, одари нас своей лаской, праз Христа Пана нашего. Аминь. 97. Матерь Христова, Матерь Христова, мы Тебе просим, полная ласки, веры в доверие, пошли нам Сына, Святой Коммунии, кровь из Иисуса, так тяжко жить, О, Мария, наша Мать, о, Мария, баранка земли, хай молитва нас полымя запалит, своим детям Ты надею душу лей. Молитесь, как мою и вашу веру принял Бог во Отец Всемогутный. Нехай вам Бог примя офяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца монахарис нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, нехай узнесется на Тебе вера наша от власти. Про заступництво в небо взятой Панны Марии запали в наших сердцах огонь любови, как мы завсёды имкнулись до Тебе, раз Христа Пана нашего. Аминь. С вами. И Духа Твоим, Уговору сердце. узносим и рабам. Подякуем Пану Богу нашему. Справді годна века и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пanie Święty Ojcze, Всемогутный Вечный Боже, przez Христа Pana нашего. У этот день Ты взял на небо Мать Твоего Сына, и
Яна стала початком и образом Костела ухвале. А для Божого люду криницею утешения и надей на Его земным шляху. Бо по Твоей воле была захованная, нетленна и панна, а якой цудовным чином приняв тело и народився Твой Сын, дался всялякого життя тому, разом с хорами анёла мы прославляем Тебе, с радостью воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Zaprawdy Boża Ty święty, krynica uselanej świętości. Тому u jedności z Uzim Kościoła, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasłał na apostola Ducha Świętego, przez Chrysta, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. A święci te dary rasою Ducha Twojego, как яны стали się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każąc: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Свою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и желаем Твое присягание. Wspominaючи śmierć i zmęcznych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костел Твой расселенный по всем свете, удосконаля его в любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці пішов з этого світу, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Najświętейшей Богородицей Панной Марией, со святым Józefem и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анёлами и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Божа, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała,
всеяки вечный я. Молимся Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего ласка и милость, и хвала Твоей. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и влагаешь на веки вечные. Аминь. Супокой, вона нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, не веришь на святых враги свету, смилуйся над нами. Богу Божий, не веришь на святых враги свету, смилуйся над нами. Богу Божий, не веришь на святых враги свету, одари нас упокоем. Будь баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Егорою. Аминь. Дядя Варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосердный Боже, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент, який дає спасение. Просим Тебя, века про заступництво Наисвятейшей Panny Марии, у небо взятай, мы могли досягнуть хвалы у воскрешения нас Христа, Пана нашего. Objawy duszpasterskie. Двадцатая неделя звичайная. В пятницу вспоминаем святого Бернарда, аббата и доктора Костела. У субботу вспомним святого Пия, 10-го папу. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем сакраменте или интенции нашей родимы будет отбываться наступным чином. У понедельник, во вторник и в неделю с 14 до 19. Іншие дни с 14 до 21. Звертаемся с великой просьбой, как записываться на дежурство у субботу, как наша дежурная кайность мела принамсі один день отпочинку. Листа знаходится сзади, когда никто не записался, когда ласка выставится у чарву, расписать все субботы по черзе. Мы будем иметь субокой, я не буду договариваться, что снова каплица будет зачинена, а я тут читаю, что она будет зачинена. Как была такая возможность, я бы мог висеть эту каплицу.
важно, я люблю такие справы. Молиться, молиться и молиться. У гэтай аўторак святая Маша спадковая да святого Архангела Михала будзе адпраўленая у Гатова, але інтэнцыі будуць прачытаныя тудага. Так што, каб не было тонкісці праблемаў, інтэнцыі можна запісваць, яны будуць, іх імша будзе адпраўленая, а потом памолімся таксама набажэнствам да святого Михала Архангела. Таксама на гэтым тыдні прыпадае 19 жніўня, а кожны 19 жніўня гэты дзень таксама успаміна святого Юзафа, а год святого Юзафа трывае. Таксама можна атрымаць адпуст за адмову літання да Юзафа, а таксама прыняць святой камуніі, які можам ахвяраваць альбо ў інтэнцыі сябе, альбо кагось памерлага, але таксама ў сераду, кожную сераду гэты адпуст можам атрымаць. Заахвочваю да ўдзела ў гэтых набажэнствах. Наша парафія бярэ ўдзел в агульнасвятовай малітве з нагоды 20-годдзя акту аддання свету Божай міласэрнасці, які адбыўся ў Лагіўніках у Кракаве святым папам рымскім Янам Павлом II у 2002 годзе 17 жніўня. Мы атрымалі такое запрашэнне, яно ўжо даўно ў мяне, ўжо шмат я пісем напісаў таксама адносна гэтага, вышлаў інфармацыю адносна нашай парафіі, нашага санктуария, якое будуем. И поэтому мы в нашей каплице каждую неделю, которая будет преподать после 17 дня месяца, когда это будет 17 неделю, то будет 17 молиться, а когда после 17 это дома наступная неделя, с 10 годин от вересня до липеня будем вести такое набожество, але так само каждую третью пятницу месяца после святой мши у 19 годин будем молиться набожеством с актом ахвярования каждого из нас и всего свету Божьей милосердности. Захвочваю да удзелу в этом набожестве. Так само час открытия таких великих урочистостей, которые мають приготовить до 20-годдя так великого акту за отдание Божьей милосердности всего свету, можно глядеть на сторонке YouTube, конечно, сторонки Милосердие.пл, czyli больше, чем в Лагиевниках. Больше подробной информации з'явится в ближайшем часе. Дякуем за ахвярование на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за пробирание каплицы, территории вокруг ей и тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на гэтым тыдні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родин дітей. Помолимся за Дарину и Арину, их батьков, их родственниц, за воду хросту. Помолимся за добродеев и ахвяrodавцев нашей парафии, а так само в новых добродеях будовництва санктуария Божьей милосердности и за нас, доручаючи кожного поособку, опенці Матці Божией Уженцовой, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не покоржай молитву нашу, и от всякой злой приходи, выбавляй нас завсёды. Анна творенная и благословенная, о Марье наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Задаю такое себе питание, чому сестра Анна, коли у день народе, коли народилась Мать Наисвятейшая для неба, была у него взята, называется сестрой Анны, а не сестрой Марии. Это цікаво. Двойное имя Мария. Она бежбование какое? Зрозумела. Так вот, сестра Анна, мы дякуем великий. И сапраўды спеваем гэты гімн прославления, які сегодня Мария заспевала, за гэта, что вы есть у нашей парафии, что вы помогаете, что занимаетесь нашими детьми, за каждую вашу усмешку, доброе слово, але так само почуття гумору и за допомогу у декорации вельми часто найважнейшей урочистости нашей каплицы, этими пригожими кветками, этой пригожий дар, який Бог вам дал, будем молиться, как Он у вас его помножил. Сестра Анна, ад ім'я усёй парафіі, асабліва ад нас, бацькоў, мы хочам падзякаваць вам за вашу працу, за вашу адданасць, за вашу адкрытасць, за тое, што за ваши размовы з намі, за вашу усмешку, за тое, што вы адклікаецеся
відкликаєтеся на наші просьби. Нехай добрий Бог одудячить вам, нехай Він вас благословить. Нехай Маті Божа і святий Архангел Михаил мають вас у своїй опеці і заступаються за вас. Щоб ви заховали вірність Богу і пльонно працювали для Його хвали. 100 лет. Примите теперь Божие благословение на этот прохожий день. Пан с вами. Похвалите Бога вы на благословение. Бог, який збавив світ про своего Сына, народженого с Панны Марии, нехай одобрить вас своим благословением. Нехай вас завсёды отуляє своєю опікою Панна Марія, яка народила душу життя. Усіх вас, які собралися тут, как угодить день отдать їй пошану, нехай Бог одорить за правдой, радостью и вечным счастьем. Нехай благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется на завсёды. Идите в субботове Христа. Теперь отбудется благословение зёвок, трав, пенду, збожа и пшеницы. Как все это добро допомагало нам и развивало, усиливало нам и развития. Добрый Боже, Ты за Итовской опекой мы с вдячностью приносим у Дом Бога Божие плоды нашей працы и уходу. На огороде и в саде, кветки и зёлки, как правдоступництво Наисвятейшей Богородицы представить их Бог. Пане наш Боже, Ты усім своим створением даешь ежу и загадываешь расти плодам, кветкам, траве и збожу, как они служили пожитком и леком для людей и живётов. У Тебе, Пане, крыніця життя, дякуем Тебе за все зеле, якое цветей приносит плён в отповедный час. Просим Тебе, благослови принесенные Тебе плоды этого года, збожа, садовину и городнину, зёлки и кветки, как они служили здоровью людей и живётов. А дары своей ласкою всіх, хто їх сеяв, садив, вирощував і збирав, а так само тих, хто буде їх споживати. Навчи нас з удячністю ділитися отриманими від Тебе дарами, а коли будем відходити з цього світу, нехай нас, які будем нести багаті плоди Твоїх добрих учинків, приведе до Тебе Наисвятейшая Панна Мария, самый досконалый плод земли, как мы стали удячными Твоей великой хвалы, які живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Отдадим под заступництво святого Архангела Михаила Александру в день народження, потрібний послушку, так само сестру Анну, як справді вибирали завжди, ставили на першому місці Пана Бога. Святий Архангел Михаила, виражи нас у змаганні, будь нам оборони, супротивляй
Отцы и Святого Духа, покорно просим, няхай якось нищий Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут смерть по свете. Аминь. 232. Святый Боже, святый мощный, святый всенародный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый всенародный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый всенародный, смилуйся над нами. От пожарных заразных, храни нас, Боже, от врагов